очень мощный проект. Была какая-то мечта сделать какое-то место, где никакого дяди не будет сверху и где нам будет в кайф. В некоторые выходные такое ощущение, что большая часть города была. Сейчас здесь ничего нет, бара уже не существует. У людей небольшая пустота образовалась. Если нас прижали, значит, мы что-то сделали хорошо. Если бы молчали, то это было бы какое-то как предательство себя. Обычная история, которая сейчас произошла не с одними нами. Эта история произошла с десятками различных магазинов, баров, различных заведений. Мы постоянно поддерживали с начала августа различные протестные движения, то есть сами участвовали постоянно в митингах, поддерживали разные инициативы. И вот последнее, что у нас было, 26 октября мы поддержали республиканскую забастовку, общереспубликанскую, мы закрыли в солидарность с рабочими. Ну, в принципе, мы здесь теряем просто место, а место, как бы, это не такое важное. Потому что тут, наверное, надо ставить вопрос, что мы приобрели, который в первую очередь приобрели мы здесь намного больше, чем потеряли. Потеряли мы только вот те 4 стены, и здесь 4 стены, а приобрели кучу друзей, кучу незаменимый опыт какой-то, да. Было очень важно, что наша позиция, она у всех была схожая, то есть для нас была важна поддержка рабочих, бастующих. Для нас было важно выходить на улицу, говорить открыто о том, что мы думаем по поводу всей сложившейся ситуации политической. Ребята реально не только там с Минска, там, Бреста, не знаю, откуда там, с Варшавы, откуда-то еще, специально приезжали, чтобы поесть наших бургеров, наш фалафель, потусоваться на концертах, на вечеринках. Ну, то есть, как бы это было место, ну вот видите, это часть афиш, наверное, первых 2 лет, мне кажется, наших мероприятий. Это малая часть тех мероприятий, которые здесь проходили. Это какая-то, не знаю, там, 10-я, может быть. Нестерка — это проект, который очень важный. Я на сегодня понимаю, что один из важнейших в моей жизни, который мы сделали с моими лучшими друзьями. Много здесь концертов делали, различные мероприятия, фри-маркеты делали, собирали периодически деньги для приюта «Преданное сердце». То есть постоянно собирали их. Это были наши чаевые, которые мы отдавали постоянно в «Преданное сердце». Больше, чем работа, часть жизни, как бы, потому что проводишь время здесь и как на работе, и с друзьями, как бы и в творчестве. Ты можешь за выходные увидеть практически абсолютное большинство своих знакомых, которые еще не разъехались, и многих, которые разъехались, сейчас приехали в Гродно. Одно из таких важных тусовочных мест города Гродно, как минимум, место для работы, где я работал. Потому что мне было здесь приятно работать, потому что я крутился в том месте, где проходили какие-то интересные, веселые и, ну, по крайней мере, многие для меня незабываемые мероприятия. Большой целый такой культурный проект для города. Как бы место было очень значимое, оно, как мне кажется, выполняло функции такие, как бы, для города уникальные. Никакого влияния денег здесь не было. То есть здесь, если вы там думаете, что мы здесь что-то зарабатывали, только люди зарабатывали зарплату. Здесь, если и была какая-то прибыль, она не была соизмерима с тем количеством труда, которое было сюда вложено. Место силы какое-то. Место, куда можно было прийти, отвлечься от каких-то проблем, поговорить с людьми, друзьями, с знакомыми, с незнакомыми. То есть без страха, что тебя могут осудить или что-то пойти не так. Никогда ни на каких вечеринках, мероприятиях у нас не было никаких там ни секьюрити, ничего такого. То есть у нас не было какой-то строгой политики, что здесь какой-то есть формат, что кому-то сюда можно, кому-то нельзя. Нестерка — это была какая-то семья, в которую пускали всех, как бы это глупо не звучало. То есть тут чувствовалось какое-то единение, люди собрались, тут общее по духу, с похожими целями по жизни, с похожими убеждениями, с правильной позицией.
какая-то была уже такая полузлачная история, как бы это место такой шлейф. Неприятности. Да, шлейф коллективной памяти, как бы это что, ну, Нестерка, это уже название о чем-то говорило людям, которые, как бы, ну, скорее всего, уже ты слышал или ты здесь был в каком-нибудь вообще жутком состоянии. Намного было бы нам, наверное, более даже обидно в сегодняшней ситуации оставаться работать. Потому что, глядя на все на то, какой уровень трэша происходит сейчас за окном, и с нашими друзьями, с нашими коллегами, с нашими знакомыми, незнакомыми людьми, даже вообще с людьми на улице, то в той ситуации, что нас закрывает, это значит, что мы все сделали правильно, и мы считаем, что мы просто остались на своем, а если мы бы не остались на своем, а где-то пошли бы, включили заднюю передачу перед этой санстанцией или перед кем, или перед какими-то людьми другими, там в пиджаках и в этих, и в галстуках, которые нам приходили и говорили, что так нельзя, но извините, вот это мы, значит, мы по-другому не умеем. Мы поддержали не только забастовку, мы осветили там на своих страницах в соцсетях и убийство Романа Бондаренко в Минске, и выступали против насилия, против произвола милиции, силовиков на улицах. Мы говорили, что да, мы за честные выборы. Да, мы за то, чтобы власть слышала народ. Если нас прижали, значит, мы что-то сделали хорошо. Ну, то есть, значит, правильно поступили. Значит, это работает как-то, и все не зря. Я вот вспоминаю сейчас, какие моменты солидарности мы в этом году ощутили и поддержки от людей. Во-первых, когда начался коронакризис, и когда у всех начались проблемы у всего общепита с посещаемостью, людей откликнулось просто очень много, нас поддержали. И то же самое, может, еще больше даже было, когда стало очевидно, что проверки, которые к нам пришли, дадут нам огромные штрафы, и вот одна уже дала. Ну, я думаю, что в теперешней ситуации чем хуже, тем лучше. Чем быстрее это все лопнет, тем быстрее мы откроем новый бар. Все логично, нет? Как бы мы видим это так. Ну, как бы что сейчас, сидеть и плакать у разбитого корыта? Ну, как бы у нас есть новые идеи, которые мы хотим осуществить в новой стране. Как минимум осознание того, что мы все делали правильно, то есть о том, что мы не молчали, мы продвигали свою позицию, ну не только свою, общую. То есть, наверное, вот это правильно. И это хорошо. Просто если бы мы молчали, то это было бы какое-то как предательство себя. У нас планов было еще много, но Но мы реализуем в другом месте, в другом формате и в другой стране. в новой стране. В новой. Не в другой. И реально он останется тут же.